Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Расскажем о самых главных событиях сегодняшнего дня. В рамках учений Министерства обороны был совершен учебный вылет с транспортировкой и высадкой воздушного десанта. Если бы на захват нашего президента ушло всего 4 часа, это была бы идеальная операция, но было бы это актом войны. Вряд ли это акт войны, но было бы это актом войны, если бы кто-то сделал это с нами. Конечно, это был бы акт войны. Госсекретарь США Марко Рубио не смог внятно ответить Конгрессу, был бы актом войны против Америки, если бы кто-то провел такую же операцию, как США в Венесуэле. По поручению президента в августе прошлого года были начаты работы по ремонту дорожного полотна Ачандара-Дурипш. В Абхазской государственной филармонии состоялась премьера фильма про легендарного спортсмена и тренера Никиту Симоняна. В республике продолжаются учения Министерства обороны по оперативной подготовке. В рамках проводимых мероприятий был совершен учебный вылет с транспортировкой и высадкой воздушного десанта. На учениях была Шазина Ханагуа. За 15 минут до вылета поступила задача перебросить десант в сжатые сроки. Члены экипажа оперативно подготовились, уточнили место посадки и разработали штурманский план полета. Не теряя ни секунды, они приступили к его выполнению. Вертолет Ми-8 плавно оторвался от земли, набирая высоту и устремился к заданной точке, готовый к выполнению ответственной миссии. Экипаж вертолета состоит из командира, штурмана и борттехника. Во время подобных полетов Ми-8 выполняет полет на предельно малых высотах. Всего 50-60 метров, развивая скорость до 200 км в час. Этот военно-транспортный вертолет отличается высокой маневренностью и надежностью, что позволяет эффективно выполнять задачи в сложных условиях. На его борту более 10 десантников. Ми-8, старый добрый. Ми-8, он у нас и боевой вариант. А основная его задача – это высадка десанта. Перевозка груза, высадка десанта. Но он еще и огневые задачи может выполнить, так как к нему устанавливаются ракеты неуправляемые. Ну, до 80 ракет он берет, да. Согласно сценарию учений, десант был доставлен на стадион города Гал. Время от взлета до посадки составило 42 минуты. Начальник службы безопасности полетно-авиационной группы подполковник Иналгунба и штурман экипажа Беслан Бени отметили, что с задачей справились успешно. Выполнили высадку воздушного десанта в районе населенного пункта Гал. С задачей справились хорошо. Подготовка у нас проходит периодически перед полетами. У нас теоретическая и практическая подготовка как бы идет. Полет был выполнен согласно плану полета на предельно малой высоте. Высадка десанта в назначенной точке. Все прошло согласно плану. Технику мы обслуживаем согласно регламента. Замена масел, агрегатов. И проходит все согласно плану. Полеты проводим как учебно-тренировочные полеты для поддержания боевой готовности к выполнению задачи, а также полеты на учения. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Республики Абхазия с 28 по 30 января проводится очередное мероприятие оперативной подготовки, в рамках которых и прошли эти учения. Они направлены на достижение высокого уровня слаженности в работе и развитие навыков работы на скорость. Шазина Ханагуа, Давид Хашик, Абхазское телевидение. 28 января в Вашингтоне прошли слушания Конгресса США по Венесуэле.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос, было бы это актом войны против Америки, если бы кто-то провел такую же операцию, как Соединенные Штаты в Венесуэле. На слушаниях в Комитете по иностранным делам сенатор Рэнд Пол несколько раз пытался услышать четкий ответ. Однако Рубио всячески пытался увильнуть. В итоге сенатор был вынужден сам ответить на свой же вопрос. Если бы иностранное государство разбомбило наши зенитные ракеты, захватило и свергло нашего президента и заблокировало нашу страну, считалось бы это актом войны. Нам трудно представить, что столь быстрая операция по захвату человека, которого мы не признаем главой государства, и обвиняем его в США, считалась бы актом войны. Но если бы на захват нашего президента ушло всего 4 часа, никто бы не погиб ни с другой стороны, ни с нашей. Это была бы идеальная операция, но было бы это актом войны. Конституционно вряд ли это акт войны. Но было бы это актом войны, если бы кто-то сделал это с нами. Это ведь идеальная операция. Но было бы это актом войны. Конечно, это был бы акт войны. Необходимо признать, что это очень плохой аргумент. Он односторонний. А односторонние аргументы, которые не дают обратной связи, которые нельзя применить к себе, которые не могут быть универсально применимы, они являются плохими аргументами. У нас в гостях политолог Беслан Хагба. Беслан Алексеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Мы видели, как Марко Рубио буквально потерял дар речи, когда Рэнд Пол спросил его, был бы аналогичный венесуэльскому сценарий актом войны против США. Почему опытнейший политик, как Рубио, не смог ответить на данный вопрос? Вы знаете, он не смог ответить на этот вопрос по одной простой причине, потому что это вообще стиль политики Соединенных Штатов Америки. Недавно Дональд Трамп, после венесуэльской операции, он заявил следующее. Я никакого внимания на международное право не обращаю. Так называемые двойные стандарты, которым пользуются США, это обычная практика внешней политики США. Даже не только по отношению к Венесуэле, вообще и другим странам тоже. Не только даже в Латинской Америке, вообще во всем мире. Недавно, буквально вчера, Рубио заявил следующее. Наши национальные интересы далеко за пределы нашего региона. Латинской Америки, Северной Америки. Это говорит о том, что вот это так называемые двойные стандарты или тройные, они всегда будут иметь место в внешней политике США. Потому что они говорят, мы великая держава. Мы в новом миропорядке должны всегда нас слушать. Но здесь возникает вопрос, будут ли слушать такую политику, вообще внешней политики и другие большие державы, например, Российская Федерация, Китай и другие страны тоже. Понимаете, вот такое недовольство, которое возникает по отношению к политике США, и причем открыто об этом говорят. Это говорит о том, что какой кризис вообще в мире имеет место в установлении нового мирового порядка. Поэтому, понимаете, вот все эти слушания, все эти разговоры говорят о том, что эта политика такая дерзкая, иногда даже разбойничная по отношению к этим странам Латинской Америки, они будут проводить до тех пор, пока они не встретят жесткого отпора. От какой стороны? Мы пока не знаем, потому что другие страны тоже вовлечены во многие кризисы. Чем это завершится, мы не знаем. После всего этого, когда мир немножко успокоится, может быть, какой-то миропорядок установится. Но пока что все говорит о том, что такая политика жесткая будет в Соединенных Штатах Америки проводиться. Продолжая тему Латинской Америки, Марко Рубио вновь заговорил о Кубе. Госсекретарь США напомнил, что смена режима в этой стране будет для Вашингтона успехом. Вот что он заявил. Думаю, мы бы хотели, чтобы там сменился режим. Это не значит, что мы собираемся что-то менять, но нам бы очень хотелось увидеть перемены. Нет сомнений в том, что для Соединенных Штатов было бы очень выгодно, если бы Кубой больше не управлял авторитарный режим. Если США официально не признают подобное вмешательство в дела других стран актом войны, не дает ли это карт-бланш другим странам поступать так же? Каким станет мир, если каждая региональная держава начнет назначать удобных ей президентов в соседних государствах, ссылаясь на американский опыт?
Вы знаете, вообще в деятельности многих великих держав в прошлом имели место вот такие действия. Так называемые двойные стандарты – это почерк, стиль вообще действий любой великой страны. Но понимаете, что случилось? После того, как вот произошло разрушение Советского Союза, когда стал однополярным мир, когда американцы начали диктовать волю всему миру, этим, понимаете, многим не стало нравиться во многих регионах. Но американцы говорят так, понимаете, вот так называемое в нашем регионе, вот в Карибском бассейне, в Латинской Америке, в Северной Америке, это продолжение так называемой политики и доктрины Монро. В начале 20 века был такой президент США, который говорил следующее. Ни одна страна в мире не должна вмешиваться в дела Америки и в Латинской, и Южной, и в Северной. Это продолжение той политики, которая имела место, кстати, когда был Советский Союз. Мы вспомним Карибский кризис. По отношению к Кубе, кстати, то, что говорит Рубио, он заинтересованное лицо. Он выходец, кстати, из Кубы, его предки, выходцы, его дедушка, он жил вот как раз после этого кризиса, кубинского кризиса, он уехал и так далее, и так далее. Кубинцам, понимаете, не нравится такая политика, но американцам могут взяться, понимаете, за Кубу. Знаете почему? Потому что они считают, что операция по отношению к Венесуэле, она принесла успех. Нас будут слушать. Понимаете, еще в чем беда вообще этого региона? Внутри Латинской Америки нет солидарности. Многие страны, кстати, поддерживают политику Дональда Трампа. Например, такая страна, как Аргентина, Парагвай, Эквадор. Есть другие страны, которые очень откликнулись, говорят, критикуют, но очень сдержанно. Например, Бразилия. Другие страны, например, Куба, открыто, враждебно настроена по отношению к такой политике. Но у них не хватит силенок, чтобы противостоять такой политике. Поэтому, понимаете, если произойдет какие-то события по отношению к Кубе, не стоит удивляться. Помимо Латинской Америки, США также накаляют ситуацию вокруг Ирана. После протестов, казалось, риторика Белого дома подутихла, однако на слушаниях Рубио не обошел стороной и этот момент. Давайте послушаем вместе заявление. В этом регионе дислоцировано от 30 до 40 тысяч американских военных на 8 или 9 объектах. Все они находятся в пределах досягаемости теоретически. Даже не теоретически, а на самом деле все они находятся в пределах досягаемости тысяч иранских беспилотников и баллистических ракет малой дальности, которые угрожают нашему контингенту. Нам необходимо иметь достаточно сил и мощи в регионе хотя бы на базовом уровне, чтобы защититься от этого. Что в какой-то момент, в результате чего-то, иранский режим решит нанести удар по нашим войскам в регионе. Президент всегда оставляет за собой право на превентивную оборону. Зачем, на ваш взгляд, в публичное пространство США запускают это сообщение, что Иран может что-то сделать их войскам в регионе? Просто логически, зачем Тегерану лезть в Вашингтон? Вы знаете, Иран не проводит открыто враждебную в этом регионе. Понимаете, в чем дело? Режим хотят сменить в Иране. Но это очень будет сложно сделать. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Уже десятки лет после того, как произошла революция в 1979 году, как после того, как религиозные деятели пришли к власти, вот они взяли за эту страну, но у них ничего не получается. Разные были попытки. Кстати, такая же попытка была по отношению к Ирану, между прочим, вот, когда были другие президенты. Но она потерпела неудачу, потому что Иран очень сложная страна. Это не Венесуэла. Это очень сильная, оригинальная держава, которая, если вдруг вот такая разбойничья политика будет по отношению к Ирану вестись, тем более начнутся какие-то бомбардировки, силовое такое воздействие, это может привести вообще к такому кризису в этом регионе, что это может не понравиться вообще, к чему это приведет, никто не знает. Мы вспомним политику по отношению, которая была, когда был вьетнамский кризис, когда была война, как эта политика по отношению к Ираку, чем это завершилось, по отношению к Афганистану, как американцы убегали. Понимаете, одно дело, когда наносят такие сильные удары, авиационные удары, воздушные удары, а другое дело, когда вот операция так называемая, когда после смены режима начинается политика уже здесь, на месте. И если нет поддержки со стороны населения, народа, это может привести к таким событиям, что к вооруженному сопротивлению, к чему это приведет, никто не знает. Тем более, это Ближний Средний Восток всегда был такой взрывоопасный. Поэтому американцы боятся. Они могут нанести какие-то удары, как это было недавно, кстати, вместе с Израилем. Но это не говорит о том, что вот они открыто вот так возьмут и смогут сменить режим. Иран очень сильная страна. Я уверен, что и не верю, что вот так открыто, вот так, как это случилось по отношению к Венесуэле, вряд ли это случится по отношению к Ирану. Спасибо большое, Беслан Алексеевич, за развернутые ответы. Всего хорошего и до свидания. Спасибо. Благодарю вас.
Представители оппозиционных общественно-политических сил провели пресс-конференцию в Сухуми. Поводом для встречи с журналистами, как заявили участники мероприятия, стала деятельность иностранных политтехнологов в Абхазии. Любого гражданина сегодня, если на улице спросить, где закон и где справедливость, он будет говорить, скорее всего, что должны они вместе находиться. К сожалению, в нашем случае с нашими ребятами закон и справедливость находятся по разные стороны. Потому что ситуация абсолютно имеет политический характер. То есть все то, что происходило с политтехнологами, это все политический характер. И из политической ситуации делать из наших ребят, значит, банальных уголовников. Но если и дальше на наши конституционные права будет оказываться давление, мы вынуждены будем перейти вновь к методам прямой демократии и социального протеста. Нам бы очень этого не хотелось. Мы хотим, чтобы политическая жизнь в Абхазии и дальше развивалась в цивилизованном русле. Пожалуйста, дайте нам такую возможность. Мы это делали для того, чтобы остановить эти процессы. Мы говорили о том, что это неизбежно приведет к столкновению. И то, что мы говорили, произошло. 5 ноября на улице Абазинской мы действовали в условиях крайней необходимости. Это чистое, скажем так, заказное уголовное дело. Я депутат парламента. Я обязан ездить на вызов, куда меня избиратели или наш народ позовет. Я приехал туда. И в моем присутствии ни одного противоположного действия не было. Я это говорю со всей ответственностью. И любому это докажу. И мы сами вызывали, значит, органов правопорядка. Мы сами в руки вручали их. Не хватало еще, мне будут в наглую меня и моих друзей, моих, значит, соратников обвинять в том, что кому-то должно это понравиться. Не будет этого. Мы максимально открыты своему обществу, своему народу. Мы хотим в своей стране процветания, мы хотим в своей стране стабильности, мы хотим в своей стране законности. Все те, кто имеет такое же желание, а я думаю, большинство подавляющих жителей нашей страны именно хотят жить в стране, где комфортно, безопасно, уютно и по закону. Напомним, в ноябре прошлого года в преддверии муниципальных выборов сотрудники СГБ Абхазии задержали 3 российских политтехнологов. Им вменялось отсутствие разрешительных документов для работы в стране, а также нарушение избирательного законодательства республики. 24 ноября стало известно, что на политтехнологов было совершено нападение. Прокуратура Абхазии заявила, что граждане республики не подлежат выдаче Российской Федерации в рамках международного правового сотрудничества. Москва в свою очередь отметила незаконность действий политтехнологов, но и осудила применение насилия против своих граждан. Прокомментировал ситуацию и президент республики Бадрагунба. В ноябре того же года он заявил, что иностранные граждане, посещающие Абхазию, должны соблюдать Конституцию Абхазии, уважать суверенитет и традиции нашего народа. Вместе с тем президент отметил, что самосуду не место в республике. Тем более, что дело на контроле у правоохранительных органов. Абхазия является правовым государством, государством закона. В этой связи все должны понимать, что законность и правопорядок невозможно устанавливать неправовыми методами. Общество, в котором начинает преобладать самоуправство, скатывается к состоянию произвола, тем самым нанося непоправимый урон Конституции и государственному суверенитету. Если мы хотим, чтобы наш суверенитет, нашу государственность уважали в мире, то мы сами в первую очередь должны уважать и соблюдать законы нашей страны. Перед законом мы все равны. Соответственно, правоохранительными органами Абхазии будут установлены все обстоятельства, произошедшие 5 ноября текущего года. Дана им будет правовая оценка и степень ответственности лиц, принимавших в них участие.
Региональный парламент ратифицировал соглашение о сотрудничестве между Кубанью и Абхазией. Речь идет об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Информацию по существу вопроса представил руководитель Департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Законодательного собрания Кубани Василий Воробьев. По поручению главы государства в августе прошлого года были начаты работы по ремонту дорожного полотна Ачандара-Дурипш. На данный момент они практически завершены. На месте побывала Аэлита Арутюнян. От села Ачандара до села Дурипш около 5 километров дороги. До полного завершения работ осталось совсем немного. Аслан Анкваб, ведущий инженер техотдела УКС, отметил, что в гравийном исполнении будет сделано около 2 километров, а оставшиеся 3 с небольшим километра будут заасфальтированы. Работы были бы завершены ранее, но помешали погодные условия. Общая стоимость дороги вместе с асфальтом примерно около 78 миллионов. Порядка 78 миллионов. Примерно они уже и закончились работы, кроме укладки асфальтобетона, но в такую погоду и при такой сырости класть асфальтобетон нельзя, поэтому будем ждать асфальт в течение месяца, может быть, если хорошая будет погода. Это что считается в этом году. А последующие годы уже будет в план входить, естественно, остаток доасфальтировать. На начальном этапе дорогу расчистили от кустарников и мелколесья. После этого сняли старый асфальт и отсыпали основания частично под асфальт. Также в процессе работ было расчищено русло реки, кюветы, которые при необходимости прокапывали заново. Юрий Воробьев отметил, что дорога была заужена, и чтобы реализовать поставленную задачу, ее необходимо было расчистить. Кроме того, было отремонтировано 6 мостов через протекающую там реку Чпата. В процессе работы были открыты заросшие очень сильно мосты, и в итоге пришлось даже 2 моста, один построить новый, один отремонтировать, заменить настил. В процессе работы несколько раз государство приезжал, и в итоге, кроме дороги, также было произведено строительство 2 новых мостов и отремонтирован еще мост, и также начаты сегодня работы по 6-му мосту в селе Ачандара. Безусловно, жители села рады новой дороге. Теперь добираться до дома им будет намного быстрее и комфортнее. Такого строительства я уже в селе 50 лет, я еще не знаю и не видел. Прямо в течение почти 5-6 месяцев 6 мостов. Начиная с центрального моста и кончая выше 6 мостов. Вот этот 6-й мост будет закончен в течение недели, 10 дней. Особую благодарность от жителей села. Большое спасибо президенту нашему, молодому, Бадру Зурабовичу Гунба, депутату парламента от нашего округа Гулария Зауровича Алису. Ну и, конечно, глава администрации района Валерия Расимовича Авизба. Всем большое благодарность. Финансируются работы с государственного бюджета, а проводит их государственное предприятие «Абхазберегозащита». Аэлита Арутюнян, Адам Ирджения, Абхазское телевидение. Одобрен проект памятника «Скорбная мать», который будет установлен в Галском районе в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии при исполнении служебных обязанностей. Авторы проекта – художник Нукзар Логуа и скульптор Цира Ахба. Решение принято на заседании Государственной комиссии по монументальному искусству. Комиссия рекомендовала доработать эскизный проект с учетом высказанных замечаний. Представители московской абхазской диаспоры станут моделями на первой международной атомной неделе моды в Москве и представят коллекции абхазских дизайнеров, рассказал Кадыр Тванба, автор мужского костюма, победившего в конкурсе на лучший абхазский национальный костюм в рамках фестиваля «Мандарин». В Москве он покажет 10 моделей, которые разработаны для государственного заслуженного ансамбля имени Василия Царгуш. Дизайнеры Салима Хашиги
коллегой Сарида Цвижба представят 7 работ из коллекции АПССА. Попытку воплотить абхазский культурный код в современной одежде. Абхазские дизайнеры примут участие в показе по договоренности Министерства культуры Абхазии и фонда АТР АЭС. Мы приглашены 30 января, который мероприятие происходит в Москве на Красной площади, показ мод. От своей коллекции буду показать 10 костюмов, которые созданы для государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца именно Василия Саргуш, Республика Абхазия. Модели будет там молодые абхазская диаспора, живущая в Москве. Желаю, чтобы эта тема у нас был подключен, и наша молодежь больше интересовалась об этом, больше. Амели Джения стала победительницей турнира по шахматам среди детей, который проходил в Академии шахмат города Триеста в Италии, а Эмили Гулари заняла почетное 2-е место. Напомним, после визита делегации Академии шахмат Триеста в октябре прошлого года в Сухум, где они приняли участие в турнире, посвященном Дню Победы и независимости Республики Абхазия, небольшая делегация юных шахматистов поехала из Сухума в Триест для участия в турнире. Мост между Триестом и Сухумом организован дипломатическим представительством Абхазии в Италии совместно с обсерваторией Либера Триеста и шахматной академией Триеста. Искренне благодарим за поддержку и организацию нашей поездки в Италию на дружеский шахматный турнир в город Триест. Выражаем глубокую признательность президенту Федерации шахмат Абхазии Тужба Константину за поддержку и вклад в развитие шахматного спорта, а также спорткомитету в лице Хакбатарайща, Министерству иностранных дел в лице борцыц Олега и Тани Кана за содействие, внимание и сопровождение на всех этапах подготовки нашей поездки. Я участвовала в 2 шахматных турнирах. В одном были ребята постарше, а в другом моего возраста. Было немного волнительно, но очень интересно. Запомнится мне надолго. Спасибо всем тем, кто ее организовал. «Золотой дубль». Так называется фильм про легендарного спортсмена и тренера Никиту Симонян, премьера которого прошла в Абхазской государственной филармонии. Фильм снял армянский режиссер Мгер Мкртычан, а образ Никиты Симонян в картине воплотил известный российский актер Егор Бероев. На премьерном показе была Милана Аверба. История успеха знаменитого футболиста Никиты Симоняна начиналась с маленького мяча. И этот незаметный предмет стал символом его мечты и стремления к величию. Чтобы сохранить память о всех наградах легендарного спортсмена, был снят фильм, который в эти дни будут показывать во всех кинотеатрах республики. Посмотреть киноленту пришли близкие друзья Никиты Симоняна, а также любители футбола. Добрый день, Никита Павлович. Давай. Передаю слово нашему новому главному тренеру. Никита Павлович Симонян. Вы же хороший тренер. Да. По-настоящему легендарный футболист, воспитанник «Динамо» Сухум. Я играл раньше за «Динамо» и считаю нужным посмотреть каждому, кто любит футбол, этот фильм. И мне очень понравилось, что у нас в Абхазии появился кинотеатр, и что люди могут приходить смотреть любые фильмы, которые выходят сейчас в прокат. Это очень круто, не только за то, что там футбольные фильмы и так далее. И я буду еще приходить дальше, если будут прокаты. Фильм рассказывает о легендарном спартаковце Никите Симоняне, который затем становится тренером ереванского Арарата и ставит перед собой невыполнимую задачу – нацеливается на золотой дубль, медаль чемпионата и победу в Кубке СССР. Однако команда не принимает нового тренера, а противник готов на все ради победы. Главную роль Никиты в фильме сыграл российский актер Егор Бероев. Режиссером фильма является Мгер Мкртычан. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино и Министерства культуры Республики Абхазия у нас в республике открылись 4 кинозала. В данных кинозалах показывают все премьерные фильмы, которые выходят на экранах в Российской Федерации. Расписание во всех кинозалах разное. То есть в Гагре, в Гудауте и в Гулерипше, в Сухуме у всех расписание разное. Все кинозалы выставляют там расписание у себя там на страницах там, Фейсбука, Инстаграма. То есть людям удобно следить, там, приобретать билеты и приходить в кинозал,
смотря там расписание в интернете. Никита Симонян родился в Армавире. В 1930-е годы переехал в Абхазию, где начал свою карьеру в Сухумском «Динамо». Его талант быстро проявился, и он добился значительных успехов, став одним из лучших нападающих своего времени. Дальше судьба перенаправляет его в Москву, где подающий надежды Симонян подписывает контракт с легендарным клубом «Спартак». В «Спартаке» Симонян стал настоящей звездой, забив более 160 голов. В его карьере особое место занимает период, когда он играл за армянский «Арарат», где в 1997 году команда под его руководством достигла выдающегося успеха, став обладателем золотого дубля, выиграв чемпионат и Кубок страны. Именно этот фрагмент из его жизни показан и рассказан в этом фильме. Он часто приезжал в Сухуми, интересовался успехами футбольной команды «Динамо Сухуми», поскольку он был воспитанник «Динамо Сухуми». Ну и мы по последней встрече, вот Валерий Иванович здесь, обещались устроить ему пышные, значит, празднования по случаю его столетия. У него должно быть юбилей. К великому сожалению, он не дожил, буквально несколько месяцев. Еще раз хочу подчеркнуть, что очень живо интересовался, как обстоят дела с футболом в Абхазии. Но мы ему все объяснили, он особенно ему понравилось, столько детей тренируется в футбольной школе «Динамо». У нас 9 возрастных категорий, значит, ему это очень понравилось. Он был необыкновенный человек, разносторонне развитый. Одним словом, человек, который для абхазского футбола является легендой. И я помню прекрасно тот матч, когда Никита Павлович был главным тренером «Арарата», который завоевал и кубок, и стал чемпионом. Фильм «Золотой дубль» будут показывать в течение этой и следующей недели во всех кинозалах страны. Напомним, что кинотеатры в Абхазии открыты с начала этого года в Гагре, Гудаучи, Сухуми, Гурыпще. За все это время кинозалы посетили около 7 тысяч человек. Данное оборудование было передано нашей республике безвозмездно. То есть это экраны, это проекторы, это аудиосистема. Все оборудование профессиональное. Открытие кинозалов – это и дополнительный стимул для наших абхазских производителей кино. Это возможность показывать свои премьерные фильмы во всех кинозалах Абхазии. Легенда советского футбола Никита Симонян оставил глубокий след в истории спорта и в сердцах людей. Он был особенно дорог всем в Абхазии, и не только как выдающийся футболист и тренер, но и как человек, чье детство прошло в Сухуми, и чья судьба навсегда связана с нашей страной. Милана Агарбе, Рамо Камке, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу, 30 января, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла. Морская вода плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.